Положил руку на колено и сказал в пространство: «Ничего, придет время, все вернут народу». И тут как бы сразу все это... Вот. Но самое первое место держит все равно человек из поезда Санкт-Петербург-Ярославль. Мы зашли хлопнуть соляночки в вагон-ресторан. Вот. И там было две компании. Там были англичане в одном углу вагона, они пили пиво и громко говорили по-английски. Там, very good, yeah, ho-ho. А в другом конце сидел наш мужчина в пуховике на голое тело. И он ничего не говорил, потому что, в принципе, он уже все сказал. Вот. Он вообще спал. Вот его так качало на стрелку, он так все приходил и говорил: «Официант, с какого я вагона?» И она говорила: «С 8-го». Он говорит: «Спасибо». Брык опять, значит, откубрялся. Вот. А официантка бегала между ними, притом с нашим мужчиной она говорила только по-английски. Она говорила: «Мужчина, goodbye». Goodbye, ну что вы здесь сели? Goodbye, непонятно. А когда англичане говорили: «Please, one beer», она говорит: «Что тебе сложно по-русски сказать?» Вот, но тут отворилась дверь, и вошел главное действующее лицо, мужчина в камуфляже, кирзовых сапогах и с бутылкой водки в руке. Он сразу оценил обстановку, приблизился к англичанам, показал на свои сапоги и сказал так: «I'm a Russian soldier». Эти перепугались, подняли руки и говорят: «У нас нет денег». А Russian soldier сразу взял крупнее, он сел к ним вплотную, поставил флакон, значит, перед рылом англичан и говорит: «Вот вы НАТО, я Россия, чего вы ко мне лезете?» А уже по рожам англичан видно, что они не то что лезть к Russian soldier, они вообще пожалели, что сели в поезд. А он продолжал говорить: «Ребята, вот куда вы едете? Куда? Вот я еду в Ярославль. Вы вообще знаете, что такое Ярославль? Ярославль это is the capital of Great Britain в будущем». А как вы хотели? Привыкли в Европе так, а надо вот так. Вот, сегодня меня русская дорога довела до Мурома, уже успела посетить монастырь. Следующая песня, она тоже посвящается такой тематике православной, называется она «Звонарь». Жаль, не убираем мы эпохи, где рождаемся, тоскуем и живем. Мне бродиться при царе Горохе, был бы я отличным звонарем. Я бы перед каждым колокольным боем духом собирался, как у алтаря. Воскреси хорошее, погаси плохое, друг мой, медный колокол в сердце у меня. Друг мой, медный колокол, нету мне покоя, на земле так многим одиноко жить. Нам сыграть суметь бы что-нибудь такое, чтобы нашим звоном всех объединить, чтоб стоять могла в бескрайнем русском поле колокольня, как маяк, чтоб людские души плакали и пели так же, как поет маяк. Всю вселенную звоном обогреть. Может быть, за это что-нибудь простится. Может, сами ангелы захотят подпеть